Уважаемый президент, мой дорогой друг Махмуд Аббас, уважаемые главы правительств, уважаемые президенты, дорогие гости, уважаемый генеральный секретарь, всех вас приветствую с уважением от сердца. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракату. Отправляю приветствия всем, кто поддерживает Аль-Кудс из братского города Кудсу, из города Стамбула. Всех приветствую от души. Сейчас мы тут собрались для того, чтобы обсуждать историческую и правовую особенность, которым подвергся насилию со стороны Израиля для нашего священного города Аль-Кудс. Государство Соединенные Штаты, от которого мы ожидали лидерства в решении палестинского вопроса, 6 декабря приняли решение о том, что Аль-Кудс признается столицей израильского государства. Тут не надо говорить очень долго. Все, кто были в городе Аль-Кудс, все, кто ходил по улицам этого города, они отлично знают, что этот священный город находится под оккупацией. Не может быть никакой законности в решении по отношению к городу, который находится под оккупацией. Совет Безопасности ООН, членом которым являются Соединенные Штаты, в 1980 году приняли резолюцию под номером 478. Ни одно государство не имеет права открыть посольство в городе Аль-Кудс. К сожалению, это незаконное решение Соединенных Штатов было поддержано только одним государством, которое оккупировал Аль-Кудс. Это Израиль. Мы благодарим всех государств, которые не поддержали данное решение, включая Папу Римского. Во всех встречах, которые я провел, это решение было подтверждено. Все исламские государства единогласно, солидарно отвергли это решение руководства Соединенных Штатов. Мы, как руководители, как Организация исламского сотрудничества, со своей стороны тоже осудили это решение и призвали всех не поддержать данное решение. Это решение в первую очередь означает, что палестинцы, которые все время поддерживают мирное решение данного вопроса и все время за мир, якобы должны быть наказаны. Я сейчас на карте вам буду показывать то, что случилось в Палестине с 1947 года. Посмотрите, 1947 год. Палестина в каком положении и Израиль в каком положении. 1947 год. После решения Организации Объединенных Наций Палестина сокращается в своих территориях, а Израиль растет. Между 1949 и 1967 год мы видим, что Палестина
очень сильно уменьшается в размерах, а Израиль, наоборот, растет. И мы видим сегодняшнюю карту, и мы видим, что с 1947 года, какой был Израиль, в таком положении сейчас находится Палестина. Такое отношение даже не сделает в сражении, в противостоянии между ягненком и волком. Даже волк не сделает против ягненка. Вы все видите на брошюрках, которая вам была раздана, всю эту картину, и видите, какую ситуацию довели палестинские земли. Это показатель только одного. Израиль является государством-оккупантом. И помимо этого, это доказательство того, что Израиль является государством-террористом. Эрдоган, зачем ты так говоришь? А почему я так не буду говорить? Если солдаты собираются вместе, арестовывают 10-летнего ребенка и заключают под стражу. Солдаты, полицейские, военные в количестве 20 человек арестовывают одного единственного мальчика 14 лет. С другой стороны, мы видим, как 10-летний ребенок отнимается от матери и избивается израильскими военными. Если это не оккупация, если это не террор, какое объяснение вы можете этому дать? Есть ли другое объяснение этому? У кого есть совесть, кто является настоящим человеком, должен получать урок от этой картинки. Посмотрите на эту картинку. Здесь 20 солдат собрались вокруг одного мальчика, у которого глаза связаны, и он ничего не видит и ничего не может сделать против него. Эй, Трамп, что тебе еще надо доказывать для того, чтобы ты все это понял? Объяснять Израилю чего-либо уже нет никакого смысла. Они и так понимают, что делают все неправильно. Им уже объяснить нечего. Они якобы получают награду за то, что совершают террор, насилие, убийство на территориях Палестины. И эту награду дает в одном единственном числе господин Трамп. Я сделал, и это совершилось. Если кто-то говорит так и думает, это так не происходит в нашем мире. Вы можете в одиночку принять любое решение, но мир не состоит из вашего решения. Сегодня 196 государств являются членами Организации Объединенных Наций. И я уверен, что все эти 196 стран выскажутся по поводу этого решения, скажут свое мнение. Вы, как Соединенные Штаты, можете быть сильным государством, имея в руках атомное оружие, танки, ракеты, и вы можете иметь любую силу в руках, но это вовсе не означает, что вы сильные. Если вы правы, то вы сильные. Сила в правде. Если вы не правы, вы никогда не можете быть правы. Вернее, сильными. В эти дни, когда весь мир борется против терроризма, Соединенные Штаты своим решением возбудило всех фанатических движений. И такое
отношения мы видим и в Сирии в том числе. Под видом борьбы с терроризмом Соединенные Штаты поддерживают таких группировок, как YPG и PYD. Уважаемый Трамп, я вам обо всем этом говорил, поэтому сейчас спокойно говорю. Вы не можете уничтожить одну террористическую организацию с помощью другой террористической организации. Только в Северную Сирию было отправлено 4000 танков, бронемашин и другой бронированной техники. 4000 единиц этой техники в Северную Сирию вы зачем отправили? Это означает только одно. То, что это вооружение было предназначено для поддержки террористической организации, которая там находится. Тот фитиль, который вы разжигали путем решения по отношению к палестинскому народу и по отношению к городу Аль-Кудс, направлено против всего человечества. Пока вы не нашли решение палестинского вопроса, мы не можем говорить о мире в Ближнем Востоке. Такое решение против и ООН, и всего международного права, которому доверяет весь мир. Мы не можем остаться зрителями по отношению к этому вопросу, который касается будущего всех нас. Уважаемые друзья, решение Соединенных Штатов – это огромный ущерб для нашей культуры в том числе. Наши предки, независимо от того, какой религии, какого вероисповедания, какой нации, обеспечивали жизнь и безопасность всех жильцов этого города. И это было очень долгое время. То, что наши предки, султан Сулейман Кануни, во время строительства, возведения стены в этом городе написал у крепостных ворот слово «Ла иляха илляллах, Ибрахим халюляллах», очень много чего означает для того, чтобы понять историю этого города. В одном из церквей, который имеет большое значение для христианского мира, лестница, возраст которому 162 года, до сих пор остается неприкосновенным только из-за того, что это имеет огромное значение для всех религий. Сегодня те силы, которые принимают решения по отношению этого города, должны получить большой урок от истории этого города. Я благодарю от своего имени, от имени своего народа, всех, кто поддерживает нас в этом деле, всех, кто поддерживает население Аль-Кудс, в том числе и христиан, и Папу Римского, и всех здравомыслящих, и иудеев в том числе. Отдельно благодарю моих палестинских братьев, которые столетиями борются за право города Аль-Кудс. Мир в этом регионе, мир в этом городе наступит только усилиями людей с совестью, людей с умом и людей правдивых. Всех, кто собрались здесь, всех государств, я призываю признать город Аль-Кудс столицей палестинского государства, который находится под оккупацией. Мы не можем больше задерживаться, ждать, и мы должны требовать провозглашения независимого палестинского государства с столицей город Аль-Кудс.
Мы решительно осуждаем израильских солдат, которые наказывают палестинских детей только из-за того, что они протестуют против решения американского президента по отношению этого города. И в связи с этим мы с уважением чтим память тех, кто погибли за город Кудс в эти дни. И совсем недавно, на прошлой неделе, мы отметили столетие того времени, как мусульмане потеряли управление над городом Кудс. Всех мусульман мира призываю посетить город Аль-Кудс и посетить мечеть в городе Аль-Кудс, священную мечеть. И это наша настоятельная просьба. Потому что то молитва, которую вы совершите в этом городе, является призывом к миру, к мирному урегулированию этого вопроса. И я еще раз с этого места объявляю то, что Аль-Кудс является нашей красной чертой. И пусть все будут знать то, что этот город будет являться мусульманской святыней до бесконечно, до того, как мусульмане будут существовать. И я со своим братом, президентом Иордании, уважаемым Абдуллах, будем вместе прилагать усилия для того, чтобы достигнуть этой цели. И всех своих палестинских братьев призываю быстрее решать вопросы между собой и как можно быстрее принять единое решение и занять единые ряды в борьбе за город Аль-Кудс. Тут будет уместно напомнить золотые слова завоевателя города Аль-Кудс Салах-ад-Дин Айюби о том, что тот, кто занимается враждой своими друзьями, никогда не может победить врагов. Уважаемые братья, всех тех государств, которые не признали государство Палестину, призываю это сделать как можно быстрее, потому что это является одним из условий достижения мира и спокойствия в этом регионе. Вы должны перестать быть заложниками решения израильского государства, которое, с одной стороны, расширяет свои территории, с другой стороны, призывает не признавать палестинское государство. Нет никакой причины признать государство, которое согласился жить на 1/5 части тех земель, которые имели в своем распоряжении до 1967 года. После решения Соединенных Штатов мы больше не можем тянуть с признанием палестинского государства, и мы не можем дать возможность дальнейшей оккупации палестинских земель. На словах согласились жить в границах двух государств, но на деле Израиль хочет организовать только одно государство, и мы не можем закрыть на это глаза. Если мы останемся на стороне этих процессов, это означает, что мы поддерживаем насилие против палестинцев. И в связи с этим надо как можно быстрее принять решение, чтобы палестинцы стали участниками международных организаций и других международных процессов. Ради будущего следующих поколений я призываю всех объединить свои моральные и материальные возможности для того, чтобы объединиться вокруг города Аль-Кудс и признать государство Палестина. И я, как председательствующий в Организации исламского сотрудничества, призываю Соединенные Штаты как можно быстрее отказаться от этого решения, которое они приняли по отношению к городу Аль-Кудс.
Вместо Соединенных Штатов, которые дискредитировали себя в мирном урегулировании вопроса палестинско-израильского вопроса, я призываю все мировое сообщество объединиться вокруг этого вопроса. Всех благодарю за ваше участие в этой встрече. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.